Слово для доклада предоставляется Булгар Степану Степановичу, заведующий отделом истории и этнографии научно-исследовательского центра Гагаузии. Тема доклада «Духовно-нравственные идеи в историческом наследии гагаузского просветителя Михаила Чакира». Пожалуйста. Уважаемые участники конференции, в конце 20 века, канун нового третьего тысячелетия, основным противоречием в социально-экономическом, политическом и культурном развитии народа становится противоречие между всемирностью и локальностью. Да, мир становится как бы единым. Мир становится более единым. Мы все хотим воспринимать общечеловеческие ценности, и в то же время каждый народ имеет право на самоопределение, хочет сохранить свое лицо, свой язык, свою самобытную культуру. Народ укоренен на своей земле, он имеет свое прошлое, переживает настоящее, хочет сохраниться со своим национальным призванием будущего. Это и есть единый жизненный поток истории каждого народа, когда он получал с разных сторон от природы, от человеческого окружения, от империй, мировых религий, вызовы своему существованию, ему приходилось искать и находить адекватные ответы. Особенно в такие переломные моменты истории, как в начале 20 века и в конце 20-го, начала 21-го. Обратившись к гагаузскому опыту прохождения исторического пути. Конечно, мы здесь не готовы обсуждать всю философию гагаузской истории, как целостного исторического процесса, те моменты исторического времени, когда гагаузский этнос соприкасался с универсальными ценностями, с универсальными цивилизациями. Мы хотели бы знать, оставляли ли те культурно-исторические вызовы, которые получал гагаузский народ на своем историческом пути. Конечно, это сложная задача, но историю вершат конкретные люди, выдающиеся личности, которые помогают формировать национальное сознание. И история не обделила гагаузский народ также такими выдающимися личностями. Конечно, в масштабе нашего народа это наш просветитель Михаил Чакир. Михаил Чакир был бескорыстным человеком. Он ставил интересы народа выше личных интересов. Он жил мыслями о народе, скорбел о народе, печалился о народе. Как пастырь Михаил Чакир знал потребности народа, постоянно помнил о них. О просветительской деятельности, религиозной сказано очень много на различных конференциях. Я этого касаться не буду. Мне хотелось бы на его деятельности, на его авторских произведениях, которые он печатал в своей газете «Хакикатный Сеси». Конечно, это, в общем, религиозная газета, но когда ее внимательно изучаешь, то очень хорошо видно, что в статьях Чакира немало политических идей и политических размышлений. Впервые там встречаешь обращение к гагаузам как гагаузский народ, гагаузы. Чакир размышляет как бы совместно с народом о проблемах морали, защищает православные христианские ценности, пишет о национальных традициях и обрядах. Газету эту Чакир начал еще издавать в царский период и продолжал издавать, сумел ее сохранить и в румынский период. Насколько мне удалось установить, вышло около или более 30 номеров. Жанр этих статей можно определить, в общем, как религиозно-нравственное эссе. Они все авторские, они не повторяют и не дублируют христианское учение. Там много размышлений, притч, поучений. Начало 20 века, вот как мы хорошо знаем, это время войн, революции, развала Российской империи, что в какой-то мере похоже и на конец 20 века, и начало 21-го. То, что мы испытали вместе с вами, то, что переживаем и сегодня.
Довольно сложно проводить исторические аналогии, но тем не менее некоторые события начала 20 века в судьбе истории Гагауза прослеживаются. Это развал государства, на фоне которого появляются новые независимые государства, сложности, которые испытывает малочисленный народ, подвергаемый давлению со всех сторон, политическому, экономическому, национальному. Вот в статьях, которые писал Чакир, если их внимательно изучать, то заметно, что он реагировал на определенные ситуации. Каждый номер он готовил с какой-то мыслью, с каким-то ответом на какие-то проблемы, которые существовали в тот период. Это в начале царский период и больше это румынский период. И тут в общий контекст я рассматривать не буду, но в начале гагаузов в составе Румынии рассматривали как болгар, вместе с болгарами, как колонисты. Потом в 29 году уже четко разделяют и включают другую графу. Чакир пытается объяснять, кто такие гагаузы, в чем их отличие, в чем их особенности. Он устанавливает связи с Турцией, с турецким послом Абдулла Сукти, который был его другом. Это все можно очень хорошо изучить на архивных материалах в Государственном архиве в Турции, в отделе периода республики. Там все отчеты посольства, те, которые происходили здесь, и о Чакире, можно все это прочитать. Видно, что Чакир очень переживал за это. Он был и политиком. Он пытался помочь, пытался объяснить, привлечь определенные возможности для гагаузов. Чакир делал это в соответствии с своим убеждением. Значит, конечно, он был духовный лицо, он был бескорыстный человек, он был предан православной вере. И статьи свои подписывал, как протоиерей Михаил Чакир, старый гагауз, как отец, как ответственный за народ. Газета писалась на довольно доступном гагаузском языке. Доставлялась в гагаузские села бесплатно, раздавалась прихожанам православных церквей. Конечно, мы не можем сейчас сравнивать с современным влиянием. Но, тем не менее, она была доступна, она доходила до людей, гагаузы ее читали. В своей книге «История Гагауза Бессарабии» Михаил Чакир пишет: гагаузы с прошлых времен научились заниматься политикой. Надо признать, что да, он был православным священником, но он тоже занимался в какой-то мере политикой. И жизнь его заставляла в эти переломные моменты истории. Для того, чтобы объяснять русским властям, кто такие гагаузы, Чакир писал на русском языке. Для того, чтобы объяснять румынским властям, он писал на румынском. К гагаузам обращался на гагаузском языке. Самым главным в идее Михаила Чакира это было сохранение православной веры в том понимании, как его сохраняли старые гагаузы. Это был его идеал, как были старые гагаузы, какие они честные, какие они правдивые, какие они православные. Вот уже в начале 20 века он довольно резко выступает против протестантизма, против безбожников, против коммунистов. Я здесь это акцентировать не буду, это было нетолерантно, но это факт, от этого не уйдешь. Это все написано, он очень резко отзывается об этом. Вот он пишет: нерасчетливость, недостаток гагаузов, их несчастье, беды. Прежние гагаузы были расчетливые, осторожные, каждому человеку не верили. Прежде чем что-то сделать, все взвешивали, советовали, прислушивались своим советам священнику, старым людям. Но в газете номер 6 он пишет: братья мои гагаузы, не позорьте отцов, не позорьте гагаузский народ, покажите свою силу, покажите свою веру. Пусть Бог поможет гагаузам. Протоиерей Михаил Чакир, старый гагауз. В газете номер 14 Михаил Чакир пишет, там вообще много рассуждений в этом номере о политике. И как бы о защите православия он пишет и о королях, и о буржуях, и капиталистах, сектантах. Даже размышляет о
в мировом правительстве, которое хотят построить, как бы в ущерб народам. В назидание приводит басню о козле, который завел доверчивых овечек в чужой огород, за что овечки понесли наказание. Не уподобляйтесь доверчивым овечкам, пишет Михаил Чекир. В газете номер 25 Михаил Чекир рассказывает о святом Дмитрии Басарабовском, которого многие считали, он на территории Болгарии родился, считали гагаузом по происхождению. По преданию, святой Дмитрий Басарабовский творил чудеса. Мощи святого Дмитрия Басарабовского хранятся в Бухаресте, и он является покровителем Бухареста святым. Михаил Чекир рассказывает историю жизни святого Дмитрия, как, что он был пастухом и за свои святые деяния стал святым. И говорит, что каждый православный христианин, если он будет праведным жить, он может стать святым. Даже Михаил Чекир по-своему довольно толерантно реагирует на ряд инсинуаций в отношении Гагаузии, которые появлялись в румынской прессе. Например, вот есть такой роман писатель Захарий Стамкин, который писал о Гагаузии в 30-й год. В советское время он даже был переведен на русский язык многочисленным тиражом. В этом романе гагаузы показаны очень недостойно. Образ художественный так не может быть, в отличие от одни народы хорошие, образ гагаузов. Чекир был начитанный человек, следил за всем. И прессу знал. И он вот именно наименование гагаузов имело такие вульгарные толкования, ненаучные. Конечно, сложная тема, но Михаил Чекир не уходит в сторону, не остается в стороне. И он хочет рассказать, что слово «гагаус» — это название народа, имеет свое объяснение, которое, вот я вам ее сейчас зачитаю. Название гагаузы означает дословно «люди правого слова», люди веры, держащие данное им слово, которое стоит доверять. Это его толкование, которое возвышает гагаузов, облагораживает их. Он свое слово... Я заканчиваю. Для вот то, что мы говорим то, что в контексте вхождения в Европу, как бы каждый народ имеет свое лицо, свои правила, свое достоинство, свое богатство. Михаил Чекир разработал для гагаузов такой кодекс правил, по которому они должны жить. Вот некоторые из них. Бобаяна и Ихтарлыта Брахма, Сенида Узман, Брахма Заллах. Не оставляйте отца и мать в старости, и тогда тебе Бог не оставит. Иелик, ябким кимседен корпу. Делай добро и никого не бойся. Дуа гетерер адамı cennet kapısına ama cömertliği merhametli iyilikler açarlar cennet kapısını. Молитва приводит человека к вратам рая, но щедрость, милосердие, доброта открывает врата рая. В конце я хотел бы сказать, что идеалы гагаузов, идеальный гагауз в видении Чекира, это были люди трудолюбивые, честные, миролюбивые, приветливые. И недостатки у них были, вспыльчивость и так далее. Но каким мы видим гагаузов в 21 веке? Вот, какой их образ будет? Вот, какие главные наши ценности и кодексы? Я думаю, мы должны над этим поработать, чтобы эти правила, они были фундаментальными и которые как бы формировали лицо гагаузов. Спасибо.